Ну, в следующем году мы отмечаем большой юбилей, это столетие образования нашей республики. Это 27 апреля 2022 году будут грандиозные, конечно, события для всех якутян. И мы, прежде чем отмечать этот юбилей, немножко должны вспомнить эту историю. Что представляла наша республика 100 лет тому назад. Ну, это была Якутская область в составе Иркутской губернии в царское время. Совершенно отсталая провинция Российской империи. Недаром ее называли тюрьмой без решеток, потому что сюда ссылали и политических ссыльных, и уголовников, и людей, которые приступили к закону в то время, потому что практически отсюда убежать было невозможно. Суровый край, неразвитый край, отсталая аграрная территория, которая только-только здесь появились первые зачатки торговли, вернее промышленности, торговля еще более-менее развивалась, потому что у нас были хорошие купцы, представители даже первой гильдии, о которых все наслышаны, но тем не менее это был очень отсталый край Иркутской губернии, и в этих условиях здесь, конечно же, молодые, тогда прогрессивные студенты, учащиеся учебных заведений города Якутска, они мечтали о том, чтобы каким-то образом улучшить жизнь своего родного якутского народа. Это веяния, конечно же, которые были у нас в то время в Российской империи, они дошли до окраин Российской империи. Здесь, вы как знаете, много было политических ссыльных, которые впоследствии стали видными революционерами. Это Емельян Ярославский, Серго Орджоникидзе. И вот как раз к ним-то попали молодые ребята, которые впоследствии стали руководителями Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Но прежде чем этой автономии добиться, нужно было доказать, почему нам нужна была Якутская автономная республика. Здесь в самой среде тогда еще молодых руководителей, среди якутской интеллигенции не было единого мнения о будущем Якутии. Об этом мы сейчас знаем, но если сказать вкратце, то было три мнения. Какой будет Якутия в будущем? Во-первых, это некоторые отстаивали, чтобы она была Якутской автономной областью в составе Иркутской губернии. Некоторые отставили, чтобы это была якутская отдельная область без входа, без нахождения в составе Иркутской губернии. Наиболее прогрессивные, видные, которые видели в том, что это Якутия может развиться с получением реальных прав автономии, это во главе с Максимом Кировичем Амосовым, они отстаивали, конечно, чтобы это была республика, Якутская автономная социалистическая республика. Вы знаете, что к тому времени автономизация уже шла в Советской России. Автономный статус тогда уже получала Татарская ССР и многие другие республики, сейчас, которые находятся в составе Российской Федерации. А по поводу вот Якутской республики шли дискуссии не только здесь, в Якутске, но и в Москве, в центральном аппарате ЦК ВКПБ партии большевиков, потому что руководивший тогда бывший народным комиссаром по делам национальности Иосиф Виссарионович Сталин, он, конечно же, принял однозначную позицию и благодаря своим соратникам, прежде всего Серго Орджоникидзе, что нужно образовывать Якутскую автономную социалистическую республику, но решение принимал ЦК. В этих условиях на первую роль вышел Максим Кирович Амосов, который, конечно же, четко понимал, что эти вопросы нужно решать в Москве. И тогда, и сейчас вопросы административного устройства, политические вопросы решаются в нашей столице, в Москве. И Максим Кирович Амосов написал своим советом. Это письмо сохранилось. Оно даже опубликовано в книге Олега Сидорова, который вышел к юбилею Максима Кировича Амосова, 120-летию его со дня его рождения. И там в письме он четко говорит, что если не я, то кто поедет отстаивать наши интересы, потому что у меня есть достаточные знания, достаточный опыт, хорошие связи, которые у нас сложились не только в Якутии, но когда он еще был представителем в годы гражданской войны. И, используя все эти связи, Максим Кирович планировал добиться решения Центрального комитета
партии большевиков о том, что была образована именно Якутская автономная социалистическая республика как отдельный субъект Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. И он выехал туда. В этом его поддерживали прежде всего его ближайшие друзья, это Сидор Никифорович Барахов и Платон Алексеевич Аюнский, которые остались здесь. И они договорились о том, что по всем вопросам, которые будут здесь отстаивать Максим Кирович Амосов, по недостающим документам здесь будут созываться все совещания, съезды, декреты приниматься, и они будут отсылаться в центр к нему, для того, чтобы он отстаивал эти вопросы. В Москве, конечно же, этот вопрос, конечно же, даже при поддержке его ближайших старших товарищей Ярославского и Орджоникидзе продвигался достаточно сложно. Для этого нужно было попасть к Владимиру Ильичу Ленину. Есть сейчас свидетельство о том, что Максим Кирович Амосов все-таки попал к Владимиру Ильичу Ленину и получил соответствующую резолюцию. И благодаря именно только этой встрече и тому, что он очень четко, аргументированно в свои годы, а ведь ему тогда было всего-то 25 лет, в 22 году, ставил вопрос об образовании нашей якутской автономии, и благодаря этому этот декрет у нас появился. 27 апреля 1922 года считается днем образования якутской автономии. В этом нынешнее поколение молодых людей, наших граждан в республике, прежде всего мы должны благодарить именно Максима Кировича Амосова и его соратников. Именно Максим Кирович с его именем связано то, что у нас образована отдельная единица и отдельная автономия. Не в составе какой-то территориальной единицы, ну, допустим, Иркутской губернии, да, а именно как отдельная автономная республика, Якутская автономная республика, Советская социалистическая, как отдельный субъект Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Это огромное достижение для того времени. Первое. Второе. Автономия-то она состоялась, декрет приняли, но как ее развивать? И вот тут начинается самая плодотворная и кропотливая работа этих молодых руководителей нашей республики. Нужно было сохранить прежде всего территорию. А территория у нас была очень большая. В 20-е годы была идея соединить от территории нашей республики нынешние территории Нерюнгринского района и Алданского района. Тогда это был Алданский район. Почему? Да потому что отстаивалось это чисто из экономических целей, для того, чтобы снабжать золотые прииски Алданского промышленного района якобы легче со стороны Амурской области. Но Максим Кирович Амосов и его соратники очень четко отстаивали данную позицию, начиная от географических ландшафта, да, позиций нашей республики, что мы находимся ближе, это относится ближе к реке Лени, потому что, начиная со станового хребта, это идет низменность в сторону реки Лены, и это даже географически по ландшафту относится к территории Якутии. И заканчивая тем, что снабжение Алданского промышленного района продовольственными товарами, другими товарами будет лучше, если это будет происходить по реке Лен, потому что с Усть-Кута тогда еще судоходство у нас было, уже судоходство было развито, и поэтому этого не отстояли, и с помощью опять-таки очень четкого, аргументированного, грамотного подхода эти территории нам удалось отстоять. Первое. Второе, для того, чтобы развить этот край, конечно же, уже тогда нужен был научный комплексный подход. И вот по просьбе Максима Кировича Амосова была организована знаменитая экспедиция Академии наук СССР по комплексному изучению производительных сил нашей республики. И для того, чтобы начать что-то здесь делать, ставить цели, ставить задачи по развитию нашей Якутии, нужен был научный подход. А самых научных кадров у нас тогда в то время в Якутии здесь не было. Поэтому была образована эта экспедиция. Она экспедиция здесь поработала и поставила конкретные цели и задачи по освоению этого края, по их природным ископаемым. И даже эти данные в основном легли в те планы и в те цели, по которым развивалась Якутия вплоть до начала 21 века. Третье – это кадры по якутской. Для того, чтобы развивать, мы все помним известный лозунг – это «кадры решают все». У нас
людей, которые имели высшее образование и которые могли руководить республикой, были считанные единицы. Поэтому молодые руководители Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский, Сидор Никифорович Барахов, они попытались объединить всех тех, которые в то время имели высшее образование, среднее образование, представителей якутского народа, и привлечь их в молодое якутское правительство, которое называлось Совет народных комиссаров Якутской АСР. Ну, возьмем тот же пример Павла Ксенофонтова. Вы знаете, что он был человеком с высшим юридическим образованием. Он находился в то время в Москве, и Максим Кирович Амосов с ним не единожды разговаривал и убедил его, что нужно приехать в Якутск, в родной край, и стать членом правительства молодой автономии и работать во благо своего народа. Он это приглашение принял, и здесь работал народным комиссаром юстиции в Якутской АСР. Таких примеров достаточно много. И вот, объединив всех этих кадров, нужно было реализовывать эти дела. Ну, какие дела? Во-первых, это электрификация нашего края, образование нашего края, потому что даже до 10% не доходило число грамотных в той Якутии. И всю эту массу обучить грамоте, это предстояла очень большая задача. Третье, это, конечно же, соответствующее снабжение Якутского края. Эти вопросы тоже стояли перед молодым якутским правительством. Четвертое, это освоение промышленного потенциала нашей республики. Ведь тогда уже было известно после экспедиции о том, что у нас не только золотые запасы, но и угольные запасы, металлургические запасы. Про алмазы, правда, речи не шло, но тем не менее про несметные богатства этого края шла речь. Развитие транспортной инфраструктуры и так далее, и так далее. Это нужно было все делать заново. И вот молодые руководители нашей республики очень рьяно взялись за это дело. Во главе с Максимом Кировичем Амосовым стали защищать зачатки нашей зарождающейся литературы и нашей культуры якутского народа. Потому что они очень бережно относились к представителям интеллигенции, к первым представителям интеллигенции. Есть случаи, когда они прямым вмешательством ограждали от, можно сказать, такого красного террора, который тогда гулял на просторах России. И благодаря именно позиции наших молодых руководителей многие представители якутской интеллигенции в начале 20-х годов практически сохранили свою жизнь. Произошла своего рода амнистия участников гражданской войны. И это тоже их большая заслуга, конечно. Ну а впоследствии те события, которые произошли в конце 20-х годов, конечно же, они очень негативно отразились на судьбе как и самих молодых руководителей, которые образовывали у нас автономию, но и на судьбе самой республики, Якутской республики, ее народов. Почему? Потому что вы помните, что те катастрофические последствия, которые были во время голода в первые годы войны 41-42 года, те недостатки в руководстве якутской автономии, которые отразились в специальном постановлении ЦК партии в 1943 году, это, конечно же, были ошибки того подхода, который не поддерживали и от которого пытались избежать в свое время руководители нашей якутской автономии. И вот молодые люди, которые живут в наше время, молодые руководители республики и вообще вся общественность нашей республики, конечно, всегда должны помнить выдающиеся имена наших сыновей. Это Максима Кировича Амосова, Платона Алексеевича Аюнского, Сидора Никифоровича Барахова, Аржакова, Васильева, Степана Васильевича. Конечно же, этих плеяд выдающихся наших сыновей якутского народа. Но я еще раз подчеркиваю, что Максим Кирович Амосов в этом становлении автономии сыграл решающую и выдающуюся роль и по праву считается основоположником нашей государственности и основоположником Якутской республики.